Получается, мы... Что нужно для развития современного инновационного бизнеса в Якутии? Этот вопрос обсудили в среду участники круглого стола, посвященного теме взаимодействия бизнеса, образования и власти в продвижении современных и технологичных направлений. Участие в дискуссии приняли предприниматели и сотрудники государственных и образовательных учреждений. В первую очередь необходимо обратить региональные минусы в плюсы. Это удаленность от основных экономических центров мира и суровый климат. По мнению эксперта по инвестициям Дуалана Андреева, примеры такого подхода уже существуют. Один из крупнейших производителей автомобильных шин создал в республике полигон для испытания своей продукции. Эту практику можно расширить. Мировой площадкой для испытательным центром является сейчас Исландия. То есть все компании, начиная от Adidas и кончая Microsoft, перед тем, как выпустить на рынок продукцию, сперва испытывают на Исландии. На местных жителях испытания проводят. Там о внедрении тех или иных продуктов. Якутия может стать второй такой площадкой для испытаний. Залогом успеха может стать сотрудничество бизнеса и государства в подготовке необходимых управленческих кадров, способных осуществлять эффективную инвестиционную деятельность. В этом направлении уже приняты и работают несколько федеральных программ. Современная программа, новая программа – это программы типа А, которые называются проектно-ориентированные. Это программа профессиональной переподготовки. В ходе обучения слушатель по заказу направляемой организации готовит проект по ее развитию, по созданию нового направления бизнеса или же по совершенствованию процессов управления, вообще технологических процессов, внедрения новых инноваций в направившие организации. По мнению Дуалана Андреева, перспективных направлений для развития много, и республика может себя в них реализовать. В мире сейчас очень идет востребовано это новые IT-технологии, да? Это, во-первых. Второе это энергосбережение. Для Якутии энергосбережение это стоит основных ключевых факторов, да? Третье это переработка полезных ископаемых. В-четвертых, это фармакология, опять же. В мире после IT-технологий биоинженерия идет на втором месте по скорости роста. И Якутии можем это дать. По итогам круглого стола участники составили общую резолюцию, в которой указали проблемные моменты, где необходимо содействие государства. Там, где трудно привлечь инвесторов, государство должно подавать пример.